сваривает. То есть здесь в зеленой массе мы сейчас определим у ямы прямо сколько процентов будет протеина. Я думаю, здесь свежее было где-то 30, я думаю, сейчас уже 29-28. Если бы этой части не было бы, здесь было бы пока 30. То есть 2% было бы больше протеина. Это вот эта часть, которая нам мешает. Еще если эту часть оставить на поле, как раз таки второй кос будет быстрее. А так, и еще мы, как уже обсуждали, с этой частью мы собираем пыль, кластридии, бактерии. И, ну, я считаю, что в этом году в этом хозяйстве получится хороший сенаж, потому что, по крайней мере, цвета нету. Сейчас мы посмотрим возле ямы, какое там сухое вещество, какой там протеин. Мы там же сразу можем определить. А так, культурно местные альпину или альпину называется. Здесь чуть-чуть свеженный с злаковым. Дальше на поле там есть еще рожь, то есть будет какой-то типа сэндвич, то есть чистый рожь будет чуть-чуть смешанный в общую яму. Какие ваши примечания? Ну, я думаю, что здесь, как мы там в конце видели, там еще другая была косилка, поэтому слишком как бы низко скосили, а здесь уже мы видим, что тут уже лучше, мы видим, что приблизительно 10 сантиметров здесь уже есть. Чтобы определить, как бы, можно ли силосовать, не можно, я всегда так вот там сделаю. Потом если клеится этот сахар, значит достаточно сахара здесь есть. Поэтому я считаю, получится хороший сенаж. И погодные условия сегодня хорошие. Так как по традиции в этом хозяйстве тоже яма слишком большая, и в течение дня или 2 дня закрыть невозможно. Я всегда рекомендую утром начинать, ночью закрыть, то есть в этот же день закрыть. Ну, к сожалению, в этих условиях, больших условиях, это не получается. Но я думаю, максимум 4 дня будет длиться закрытие сенажа. Завтра это начнем. У кого какие вопросы? Ну, я думаю, здесь влажность здесь, ну, это вчерашняя. Ну, надо посмотреть спейс, то есть, который сверху осталось. Я думаю, это сухой был. Ну, я думаю, больше 30 здесь будет. Уже на яме мы посмотрим, что будет. Но я хочу больше 30 всегда, потому что больше 30 хорошо силосуется и хорошо высокой поедаемость. Если меньше 30 и процесс силосования хорошо идет, и поедаемость тогда и хорошая. Я думаю, больше 30 здесь точно будет. Вы как считаете? Надо чуть-чуть держать еще. Чуть держать. Ну это, к этому вопросу вернемся в яме, когда мы точно знаем. Но в принципе можно, так как это смешанный со злаковым, можно сразу с поля уже скатить сразу в яму. Вообще не потеряя ничего. Потому что сейчас мы видим, сколько процентов уже со вчерашнего дня здесь потеряно. Потому что свежие массы мы смотрели, 28. Сейчас посмотрим, сколько было потеряно. Потому что каждый день Прикинь, просто полудами на 5 км. На
8 показателей. Проверяем, так скажем, качество корма. Получается влажность, сухое вещество, кукурузный силос и крахмал, сырой протеин, кислотно-детергентная клетчатка, нейтральная детергентная клетчатка, сырой жир, сырая зола. Вот сейчас мы измельченную зеленую массу посмотрим на качественные показатели. Красный, наоборот, скрыт. Получается влажность 72, сухое вещество 28. Как мы говорили, то что при закладке сенажа у нас сухое вещество должно быть 30-40%. Приблизительно уже 30 есть. Как бы можно закладывать Я вижу, хорошие будет 30. результаты. Сырой протеин 21,3. Сырой протеин 21,3. Как таковой как бы схватывает вещество, из-за этого протеин чуть ниже.